препарация древнего волка. Эта туша волка была найдена 2 года назад в Обыском районе на реке Терехтях. Недавно получили возраст, провели датировку в Новосибирске, 44 тысячи лет. Уникальность находки в том, что это впервые в руки ученых попала туша, целая туша взрослого хищника, это впервые. До этого из хищников были только детеныши и травоядные. Так что мы вот надеемся узнать очень много из того, что найдем в желудке. Мы должны были удостовериться, что это древний волк. То есть мы ждали дату. 44. Сегодня мы пришли на вскрытие древнего волка позднеплейстоценового периода. Это один из самых крупных хищников этого периода. И сегодня собрались специалисты, прилетели из Санкт-Петербурга. Это генетик, микробиолог. Так, с нашей стороны мы будем брать на палеопаразитологические исследования. Но очень хорошо, что у нас материал очень хорошо сохраненный. У нас только в Якутии в мире они сохраненные, потому что они в слое вечной мерзлоты лежат. И вот те материалы, которые мы исследуем, например, на паразитологии, они после оттаивания как свежие, например, становятся. А не как другие в областях, в Твери исследуют, в Пермской области, Тюмени. У них всегда бывает в других областях капролиты, то есть окаменевшие, скажем, фекальные массы у животных. А у нас в слое вечной мерзлоты они очень хорошо сохранившиеся. Поэтому очень простыми традиционными методом нативного мазка, методом Филиборна мы находим яйца гельминтов тех времен, ископаемых животных. Поэтому сегодня очень интересное вскрытие будет древнего волка. До этого мы вскрывали современных волков 9 с Иннокентием Семеновичем Павловым. И там мы уже нашли у современных волков такие яйца гельминтов, опасные даже у человека. Это эхинококк. Эхинококкус гранулезис называется, таксокара канис, это таксокороз, они даже мигрируют, и это заражает человека, очень опасное заболевание. И мы будем проводить трихонеллоскопию методом компрессориума. Трихонеллез – это тоже очень опасное заболевание. У современных волков очень много встречается. И наша задача сравнить с древними ископаемыми животными, какие у них были в то время паразиты, и они идентичны или чем они отличаются от современных животных. Вот наша задача. В желудок попали те объекты, которые ели его жертву. То есть мы ожидаем, что состав аллергеномов, он будет очень богатый. И учитывая, что желудок сохранился в изолированном виде, это дает именно такую возможность, именно отсутствие загрязнения. То есть задача стоит нетривиальная. У нас вообще в руки ученых впервые попала находка такого уровня и такой прекрасной сохранности. Наша цель отбора проб – это общая микробиология и микробиология, имеющая прикладное значение. В частности, мы нацелены на отработку микроорганизмов, которые вызывают всевозможные деструкции, в том числе деструкцию палеонтологических останков и их применение прикладное в основном для экологии. У нас уже не первый опыт есть по исследованию палеонтологических останков. В них мы обнаруживали микроорганизм, который утилизирует нефть и нефтепродукты. Они у нас запатентованы. Также мы обнаружили из палеонтологических останков, это котята пещерного льва. Мы из них выделили очень патогенные штаммы, которые вызывают вообще опасения для экологии. Но с этими штаммами также отрабатываются все моменты
штаммы были отправлены в Москву, они были подтверждены. Вот, и далее уже этими штаммами занималась Москва. Вот, и другие у нас были микроорганизмы, которые могут утилизировать целлюлозу, растительные остатки всевозможные. И они вот имеют биотехнологическое применение именно для утилизации всевозможного мусора, бытовых отходов. То есть можем изготовить биопрепараты на их основе и просто орошать вот эти вот наши свалки. Это будет способствовать активации, интенсификации процессов окисления и биоразложения остатков. Также у нас опыт есть и исследование пещерного зайца палеонтологического. Из них мы тоже выделили. И там у нас штаммы, которые лизируют бактерии. То есть их можно применять уже для каких-то лекарственных БАДов, для лекарственной темы вообще. Пригласили наших коллег из Санкт-Петербурга, очень вот опытного палеогенетика недоружка Артема Валерьевича и очень вот опытного микробиолога Гончарова Артемия Евгеньевича. Ну, наверное, впервые в комплексных вот исследованиях мы включили вот изучение палеогеномов. Там вот до этого... Я изучаю хищных, именно мамонта и вильфауна. И вот данная находка, я надеюсь, что позволит нам почетче выявить подвидовой его категории этого волка. Потому что все находки до этого у нас идут как поздние плейстоценовые волки. До сих пор идут дискуссии насчет точного, скажем так, определения до подвида, потому что он очень хорошо сохранился, уникален, и я надеюсь, что он ответит на многие наши вопросы. Скажите, а вот какие вот параметры у этой туши? Вот вес, размер и примерно сколько этому волку было на момент смерти? Биологический возраст мы по зубам примерно определили, что он пожил где-то в районе 5 лет уже, ну больше явно, потому что волк был стертый, это во-первых, а размеры у него, скажем так, меньше среднего нынешних волков. Ну, как мы знаем, что поздние плейстоценовые волки не достигали максимальных размеров современных волков. Они были небольшого размера, скажем так, относительно. Но для своего подвида он уже такой матерый самец. Это самец.